Доброе утро, дорогая республика, Якутия 24:07:00. И мы, как всегда, приветствуем всех наших утренних телезрителей. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Время летит быстро, и мы уже на пороге одного из самых волшебных праздников в году. Все мы с нетерпением ждем наступления нового периода, чтобы начать жизнь с чистого листа, загадать желание и подарить радость близким и друзьям. Поэтому, конечно, в этой предновогодней суматохе все мы, конечно, заняты различными делами, но посмотреть «Утро Якутии» в 7:00, мне кажется, обязан каждый, потому что наш эфир полезен не только для всех наших постоянных зрителей, но и для тех, кто только присоединился к нам. Потому что, расскажу, у нас есть последние новости, у нас есть интересные рубрики, ну а самое главное, конечно же, к нам в студию приходят интересные гости. Поэтому остаемся с нами, и мы начинаем наш утренний эфир. Как всегда, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 46 градусов. В заречной группе 46-41 ниже 0. В южных 28-24 со знаком минус. В Вилюйской группе до 40 градусов мороза, в Нижнеленских 45-44, в западных 33-26 со знаком минус. В Колымо-Индигирской группе Улусов 37-11 ниже 0, в Янских до 38 градусов мороза. На северо-западе 44-31 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 42 градуса. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем облачно, без осадков. Ветер. Температура воздуха ожидается до минус 40 градусов. Ну и в такое морозное зимнее утро давайте полюбуемся на героев следующего видео «Кому зима, только в радость». В японском зоопарке с 1982 года существует необычная традиция – ежегодные купания капибар в горячих источниках. Мероприятие проводится каждый год с ноября по апрель и привлекает тысячи туристов со всего мира. В холодное время года пушистые обитатели зоопарка с удовольствием погружаются в теплую воду, обогащенную ароматными цитрусами. Смотрители зоопарка отмечают, что такие ванны выполняют не только развлекательную функцию. Процедура помогает животным укрепить иммунитет и снизить риск простудных заболеваний. Посетители с интересом наблюдают за расслабленными капибарами и делают памятные фотографии. Многие признаются, что удивлены тем, насколько комфортно чувствует себя животное в горячей воде. Эта традиция гармонично сочетает в себе заботу о благополучии животных, элементы японской культуры и особую атмосферу уюта. Цитрусовый аромат создает неповторимую обстановку, делая каждое купание настоящим ритуалом здоровья и комфорта. Ну а мы призываем быть здоровыми и заниматься физической активностью, которая помогает нам начать день с бодрости, ну и, конечно же, праздничного настроения. А также зарядка подготовит организм к стрессу от новогодних праздников. Регулярная утренняя гимнастика стимулирует кровообращение, ускоряет обмен веществ и запускает организм после ночного покоя. Просыпаемся и оздоровляемся одновременно. Всем здравствуйте, доброе утро! И сегодня у нас будет утренняя зарядка. Ноги на ширине плеч и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Махи рук. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наклоны в сторону. И раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 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 И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги на ширине плеч. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Всем хорошего настроения и до новых встреч! Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. В течение года в Мегино-Кангаласском районе произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, где погибло 9 человек. Эти цифры подчеркивают необходимость повышения внимательности на дорогах и соблюдения правил дорожного движения. ГАИ предупреждает туман. Во время повышенной осторожности на дорогах в связи с ухудшением условий госавтоинспекция по району проводит профилактические рейды на дорогах. Отделение госавтоинспекции по Мегино-Кангаласскому району переходит в усиленный режим наряда. И, уважаемые водители, соблюдаем скоростной режим и дистанцию. И просим вас воздержаться от дальних поездок. И если собрались в дальнюю поездку, помогаем друг другу в связи с погодными условиями. Завершая юбилейный год, Нерюнгринская централизованная библиотечная система сделала своим землякам уникальный подарок – библиографический указатель «Дела и люди земли Нерюнгринской». Это хронологический свод ссылок на источники информации о жизни района за последние 5 лет. Публикация освещает все сферы жизни района. Указатель насчитывает 3400 записей. Составители, библиографы информационно-библиографического отдела работали над созданием указателя 2,5 года. Авторы надеются, что книга станет настольной для учащихся, студентов, учителей, занимающихся проектной деятельностью, краеведов, журналистов, музейных работников, в общем, всех, кто интересуется жизнью и историей района. Ценность таких изданий растет с года от года. То есть сейчас нам кажется, что те события, которые происходят сегодня, это обыденно, это просто обычный день. Но когда пройдет 5, 10, 15, 50 и 100 лет, нас с вами уже не будет, а эта информация останется. И тот, кто будет интересоваться, а что же было в Южной Якутии, что происходило в городе Нерюнгри, они откроют эти библиографические указатели, с легкостью найдут нужную информацию. Организаторы зимнего экстремального марафона «Полюс холода» говорили о готовности к проведению мероприятия. Следует напомнить, марафон проводится в Аймиконском районе уже в 7-й раз и соберет в этот раз самое большое количество участников и гостей. Ожидается порядка 150 человек. Программа проведения марафона рассчитана на 7 дней с 13 по 19 января. Непосредственно сам забег пройдет 16 и 17. Марафон стартует в Аймиконе и завершится в Тамторе. Предусмотрено несколько возрастных групп и дистанций. Жители сел и организаторы готовы к приему гостей и спортсменов. Подготовка к самому экстремальному марафону «Полюс холода» идет полным входом. Интерес очень большой от иностранных участников, от местных жителей. Также будет в этом году участвовать Алексей Смертин.
Это бывший футболист сборной России, футболист Челси. В этом году также увеличили культурную экскурсионную часть для участников и гостей мероприятия. Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила шорт-лист премии «Золотой орел». Фильмы «Август», «Батя 2 дед», «Кончится лето», «Кракен и пророк», «История Александра Пушкина» претендуют на получение премии в номинации «Лучший игровой фильм», говорится в сообщении. Сама церемония вручения национальной премии «Золотой орел» состоится 30 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». На награды в номинации «Лучший проект онлайн-платформы» претендуют проекты «Аутсорс», «Дыши» и «Плевака». Лучшим неигровым фильмом может стать киноязык эпохи «Борис Барнетт» Андрея Истратова, «Путь» Светланы Музыченко или «Филонов» Никиты Снегова. На календаре 29 декабря. Считается, что в этот день кошелек не должен пустовать. Чтобы избежать финансовых проблем в следующем году, обязательно положите в каждый бумажник несколько купюр. Берем на заметку, а вот чем еще отмечен этот день в календаре, мы узнаем далее. На календаре 29 декабря. Сегодня отмечают Международный день виолончели. По народному календарю Агей и Нисей. На Руси на Агея и Нисея внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые святки. Этот день в истории. 1902 год. В Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь». 1911 год. В Москве появился маршрут легендарной Аннушки, трамвая А. 1927 год. Открыта коммуна имени Дзержинского, детское воспитательное учреждение. 1932 год. В Советском Союзе установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок». 1977 год. Создан отряд специального назначения «Витязь». В этот день родились Михаил Казаков, советский и российский режиссер, актер театра и кино, народный артист России. Павел Чухрай, советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист России. Николай Андрианов, советский гимнаст, тренер, семикратный олимпийский чемпион. Алексей Касатонов, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, тренер. Именины сегодня отмечают Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен и Софья. На календаре 29 декабря последний рабочий рывок перед праздниками. Ну а пока все думают о меню или о подарках, мы предлагаем заглянуть дальше и спланировать самое главное – праздничное настроение. 2026 год в нашей республике объявлен Годом культуры. А значит, новогодние каникулы – это его яркий старт. Куда пойти всей семьей? Что интересного ждет нас в эти выходные? И что такого особенного ждет нас в Год культуры? Об этом, обо всем расскажут наши утренние гости. У нас в студии Иван Осипов и Елена Агафонова, главные специалисты отдела профессионального искусства и духовного развития Министерства культуры Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите вообще для начала, что 26-й год нам сулит, так сказать, да? Ведь это год культуры в Якутии. И какие главные цели стоят перед Министерством культуры? Доброе утро. Следующий год у нас объявлен Годом культуры в республике. Это очень важный, ответственный для нас год. Предстоит провести много событий, мероприятий на самом разном уровне. Первым станет Всероссийский день артиста. Он будет праздноваться в день рождения Константина Станиславского ежегодно. И этот день мы проведем на всех уровнях исполнительского искусства. Мы будем чествовать, поощрять артистов театра, кино, цирка, эстрады, вокалистов, наверное, костюмеров, гримеров, всех, кто помогает артисту раскрыть свой творческий потенциал. Да, также примечательно, что в преддверии Года культуры вышел указ нашего главы о памятной дате в истории республики. Это день основания Якутского национального театра, 16 января 1906 года. Что собой подразумевает эта дата? Это дата показа первого спектакля на якутском языке. И далее мы хотим сказать, что следующий год будет очень важным для Государственного академического русского драматического театра. Театру исполняется 135 лет. Предстоит провести много спектаклей, новых постановок.
И самым главным событием в этом ключе нужно отметить столетие со дня рождения народного артиста России и Якутии, ветерана и участника Великой Отечественной войны, первого вице-президента Академии духовности республики Валентина Дмитриевича Антонова. За более чем 50 лет служения на сцене Русского театра им сыграно свыше 200 ролей. Это очень был светлый, открытый, духовный человек. Мгм. Но если мы все-таки вернемся к новогодним, да, каникулам, вот куда можно сходить всей семьей? Может быть, уже есть какие-то мероприятия запланированные, чтобы наши телезрители уже в свой так планер записали, что такого-то числа можно сходить вот сюда. Да, для жителей и гостей нашей республики, наши театральные, зрелищные, наши музейные, все наши учреждения культуры подготовили цикл мероприятий, которые будут по душе каждому. Непосредственно одним из основных центров притяжения у нас традиционно становится Государственный цирк Якутии. Он в этом году представит премьеру сказки «Книга чудес». Также, конечно же, традиционно у нас является это балет «Щелкунчик» в Театре оперы и балета. Для тех, кто ценит северную красоту, приглашаем в Театр коренных малочисленных народов на спектакль «Умка». Мирнинский театр покажет для жителей города Мирного, а также поселок Чернышевский и Светлый сказку интермедия «Маленькая фея». Алданский ТЮЗ представит также детские сказки «Кошкин дом» и «Букет для бабушки». А вот Нерюнгринский театр кукол покажет целый новогодний калейдоскоп. Каждый день с 1 по 11 января в течение новогодних праздников там будет новая сказка новогодняя для детей и их родителей, бабушек и дедушек. Ну а если говорить про молодежь, да, все-таки они немножечко любят не такого формата, да, мероприятия, а более что-то современное, может быть, какие-то квизы, выставки. Ну вот именно чем заинтересовать молодое поколение можно? Да, для молодого поколения рекомендовал бы сходить в Национальный художественный музей. Он подготовил довольно-таки интересную программу. Не буду раскрывать все подробности, лучше это увидеть самому. Также для ценителей музыкальных новшеств советую сходить на симфонический концерт по мотивам известного, уже можно сказать, рождественского фильма «Гарри Поттер». Также будет премьера мюзикла «Золушка» в Государственном театре эстрады, который в этом году номинирован на «Золотую маску» своим мюзиклом «Багровое солнце». Так что сходите, не пожалеете, оно того стоит. Ну а если говорить про Пушкинскую карту, будет ли она работать в новогодние праздники? Да, конечно, проект у нас реализуется с 2021 года в стране и в республике, и на сегодня уже 190 учреждений культуры, театры, концертные площадки, образовательные организации, музеи обрели новое дыхание благодаря этому проекту. У нас 89 тысяч с лишним держателей карты в возрасте от 14 до 22 лет. И я хотела бы призвать молодежь, что если до сих пор вы этого не сделали, то обязательно нужно подписаться. Лимит карты составляет 5000 рублей. В этом году карта переходит от Почта-банка к ВТБ-банку, и держателям карты ничего не стоит, как кликнуть в Госуслуги культура, подать заявление на переход карты от одного банка к другому, он сделается автоматически. Если же карты у вас нет, то вам стоит ее оформить, потому что 5000 рублей и бесплатное посещение учреждения культуры – это лучший подарок к Новому году. А почему бы и нет, да? Конечно. И переходим тогда к летней, к осенней, к весенней программе. Есть ли уже какие-то крупные мероприятия, которые точно состоятся и уже они разрабатываются? В наступающем году культуры у нас в республике уделяется особое внимание нашему героическому эпосу «Олонхо», что свидетельствует то, что наш театр «Олонхо» получил статус объекта культурного наследия народов Якутии. И во знаменование старта третьего десятилетия «Олонхо» у нас в селе Кабай Кабайского района с 4 по 6 июля пройдет СЭХ «Олонхо» 2026 года. Несомненно, это станет одним из основополагающих событий следующего года. Также мы ждем ввод Арктического центра эпоса искусств и нового комплекса Высшей школы музыки имени Босикова на 240 мест. Ожидаемые события. То есть это вот пока только лишь малая часть, да, мероприятий, которые точно состоятся, ну а в целом работы у вас в этом году будет очень много, я так думаю, да? Иван, Елена, спасибо за то, что посетили наш утренний эфир, да, и у вас есть уникальная возможность вот так буквально за несколько дней до Нового года поздравить всех наших телезрителей с замечательным новогодним праздниками. Дарья, и вас, и уважаемые телезрители, я поздравляю с наступающим 2026 годом. Желаю всем красиво встретить
отметить этот год, обязательно посетить хотя бы одно из учреждений культуры, и пусть в ваших сердцах, умах, домах всегда теплится искра надежды и любви. Да, и присоединяясь к поздравлениям моей коллеги, хочу вам пожелать оставаться такими же насыщенными, культурно, духовно богатыми людьми. И в следующем году культуры обязательно посетить все наши ключевые мероприятия и насладиться богатой культурой нашей с вами республики. Спасибо большое. Мы, в свою очередь, также поздравляем вас с праздниками. Желаем вам в первую очередь здоровья. Ну и, конечно, чтобы следующий год стал лучше, краше, и чтобы все ваши мечты обязательно сбылись. Спасибо. Ну, а в целом, конечно же, культурного человека принято считать личность, которая проявляет интерес, уважение к наследию, традициям своей страны и мира в целом. Также этот человек имеет широкие знания в различных областях, например, искусство, музыка, литература, архитектура, история и так далее. Также культурного человека часто характеризуют через вежливость и хорошие манеры. В самый раз у нас на очереди рубрика, где мы постоянно учимся правильно говорить. Доброе утро, дорогие телезрители! Какая елка красивее? Та, что стоит на площади Республики, или та, что стоит у вас дома? Пока вы думаете над этим вопросом, я вам расскажу о том, почему такое приятное слово, как «красивее», вызывает затруднения. Дело в том, что здесь на нас влияет так называемый закон аналогии. Мы привыкли слышать «умнее», «стройнее», «здоровее», и поэтому и слово «красивее» нам хочется произнести по аналогии. Но этого делать не стоит. Правильно говорить «красивее». Именно такое ударение зафиксировано в словаре русского ударения Майи Владимировны Зарвы. А вот запомнить ударение в слове «красивее» не так-то сложно. Можно просто вспомнить начальную форму этого прилагательного. Красивый, красивее. Или краткую форму в женском роде. Она красива, значит красивее. Здесь действует принцип русской орфоэпии, правило русской орфоэпии. Если ударение в краткой форме прилагательного в женском роде падает на основу слова, то и в сравнительной или превосходной степенях оно никуда не двигается. Например, красиво, красивее, красивейшее. Или счастливо, счастливее, счастливейшее. Давайте говорить правильно. Всего доброго! От советов в лингвистике перейдем к советам, которые пригодятся многим из нас в новогодние праздники. Наверняка у многих из нас есть шелковые вещи, которые всегда выглядят дорого и богато благодаря особенностям производства материала и его свойствам. Шелк – это материал натурального происхождения, который отличается блеском, тонкостью и легкостью. Но вот как ухаживать за шелковой вещью, знают немногие. Доброе утро, дорогие телезрители! С вами рубрика «Полезные советы». Меня зовут Вера Поликарпова, я практикующий дизайнер портной, и я хочу сегодня вам дать маленький совет по домашнему уходу за натуральным, красивейшим шелком. Наверняка каждый из нас имеет из шелка какое-то изделие, возможно, это наволочка, это шарфик, это платочек, блузка, возможно, даже платье. И сейчас я покажу, как в домашних условиях легко и эффективно справиться с какими-нибудь загрязнениями, если они есть. Например, мы имеем шелковый платочек, и на нем пятно. Вы можете использовать какое-то мягкое мыло, либо у вас есть какое-то мягкое средство специальное, или же часто можно использовать шампунь для волос, потому что он достаточно мягок, чтобы справиться с деликатными такими повреждениями, скажем так, на покрытии. Дальше нам нужно окунуть полностью все изделие в воду, чтобы оно равномерно у нас намокло. Например, руками покажу, как вот вы намочили, например, в тазик с водой, вытащили, и ни в коем случае не нужно, как обычно, отжимать, как мы умеем все. Нужно взять наше изделие, скрутить в маленькую трубочку, цилиндр, и аккуратненько пальчиками слегка надавливать так, чтобы вода сверху вниз у нас стекла по
всему периметру нашего цилиндра. Очень мягко, очень аккуратно, потому что можно скрутить так, что структура может поменяться. Мы разворачиваем наше изделие и кладем уже на подготовленный первый слой какого-нибудь полотенца. Можно использовать, как я здесь, вафельную ткань полотенца, или же можете использовать любое свое махровое, которое есть дома. Желательно брать светлых оттенков или белого, чтобы краска не уходила. На первый слой нашего полотенца мы кладем наше изделие. Следующим слоем мы кладем также такой же, но другой слой, третий. Закрываем его и аккуратненько ладонями также придавливаем наше изделие через полотенце. Если у вас есть время, вы можете просто заняться некой медитацией и аккуратно высушить ваше изделие. Следующий шаг. Нам нужно скрутить наш некий сэндвич, маленький рулетик, чтобы высушить его деликатным образом. Мы скручиваем, скрутили, и также, как и в первом случае, мы надавливаем чуть пальчиками, ручками наш рулетик, чтобы вот, и влага у нас ушла на наше полотенце. И таким образом мы получаем почти сухое изделие, платочек наш, и просто оставляем его сушиться на плоской поверхности уже сам по себе. Подобным образом мы можем ухаживать не только за натуральным шелком, но и шерстью, возможно, еще и другими натуральными деликатными тканями. Это очень хороший и эффективный способ в домашних условиях. Ну а сейчас переходим к советам от нашего юриста. Впереди новогодний ажиотаж в аэропортах. Кто-то летит в теплые края, благо, что у нас каникулы целых 12 дней. Кто-то, возможно, на малую родину к родителям и друзьям. Но, к сожалению, и в эти дни возможны задержки и отмены рейсов из-за непогоды или любых других причин. Что же делать в таком случае, узнаем далее. Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о ваших правах при задержке рейса. Даже у самых добросовестных авиакомпаний иногда задерживаются или отменяются рейсы. По закону авиакомпания обязана уведомлять пассажиров о задержке или отмене рейса. Обычно присылают СМС-сообщение или письмо на электронную почту. Иногда массово обзванивают с помощью голосового робота. Если авиакомпания сообщила о задержке или отмене вылета более чем за сутки, то вам предложат либо получить билет на другой ближайший рейс, либо оформить возврат. Также у представителя авиакомпании необходимо выяснить причину задержки или отмены рейса. Перевозчик не несет ответственность и не предоставляет денежную компенсацию, если вылет перенесли или отменили из-за погодных условий, стихийных бедствий, забастовок сотрудников, военных действий, государственных ограничений на перелеты, а также неисправности самолета. В том случае, когда произошли ошибки или непредвиденные изменения в расписании, экипаж явился в неполном составе, на рейс продали больше билетов, чем есть мест на борту, авиакомпания должна возместить ущерб. Независимо от того, по чьей вине вылет задержался, авиакомпания должна позаботиться об ожидающих пассажирах. На все время, пока вы ждете вылета, можно сдать на хранение багаж. Кроме того, задержка до 2 часов, семьям с детьми до 7 лет обязаны предоставить доступ к комнате матери и ребенка. При задержке более чем на 2 часа полагаются прохладительные напитки, а также возможность 2 раза позвонить за счет перевозчика или отправить 2 письма по электронной почте. Задержка более чем на 4 часа, авиакомпания организует горячее питание, а далее кормит пассажиров в каждые 6 часов днем или 8 часов ночью. Задержка более чем на 8 часов днем или 6 часов ночью, вас обязаны разместить в гостинице и обеспечить трансфер туда и обратно. Количество минут или часов задержки отсчитывается со времени отправления, который указан в билете. Если задержка произошла по вине авиакомпании
компании, то вам положена компенсация в размере 3% от стоимости билета за каждый час опоздания, но не больше его полной цены. Помимо этого, пассажир может потребовать, чтобы перевозчик оплатил штраф в размере 100 рублей за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета. Если из-за опоздания самолета вы пропустили мероприятие или оплаченное лечение, нарушили условия путевки, потратились на такси, то перевозчик обязан возместить убытки в полном объеме. И, наконец, вы вправе отказаться от полета, и вам возместят полную сумму, даже когда билет невозвратный. Знайте свои права. Мы часто спрашиваем новых знакомых, кто ты по гороскопу. И каждый месяц читаем, что готовят нам звезды, даже если относимся к астрологии с недоверием. Накануне Нового года, как правило, принято загадывать желания, строить планы на следующий год. Ну и, конечно же, все мы иногда, но все-таки заглядываем в гороскопы. На год расклад мы не подготовили, но на грядущую неделю мы знаем, что нам звезды сулят. Овен. Период благоприятен для подведения итогов и постановки новых целей. Вы ощутите прилив энергии, который стоит направить на решение накопившихся задач. В работе возможны неожиданные предложения или шанс проявить себя в нестандартной ситуации. Будьте открыты к диалогу с коллегами. В личной жизни наступает время укрепить существующие связи или начать новый роман. Телец. Вас ожидает спокойный, но продуктивный период. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах, поскольку сейчас удачное время для их проработки. В профессиональной сфере рутинные задачи принесут удовлетворение, а если есть нерешенные вопросы, пора их закрыть. В личной жизни ожидается гармония в семье, а одинокие тельцы могут встретить человека, с которым сложатся доверительные отношения. Близнецы. Настало время для общения и обмена идеями. Ваши слова могут вдохновить окружающих. В работе новые знакомства принесут полезные контакты. Возможны краткосрочные проекты с быстрым результатом. В личной жизни вероятны легкие флирты или дружеские встречи. Однако для серьезных отношений пока не лучшая пора. В плане здоровья уделите время отдыху. Рак. Вас ожидает эмоциональный период. Доверьтесь интуиции, она подскажет верные решения. В профессиональной сфере возможны конфликты из-за разных взглядов. Старайтесь находить компромиссы. В личной жизни глубокие разговоры с близкими помогут укрепить доверие, а одинокие раки могут получить признание от давнего знакомого. Лев. Перед вами яркий и динамичный период. Ваша харизма привлечет внимание. Используйте это для продвижения идей. В работе появится шанс заявить о себе. А если вы давно хотели сменить работу, сейчас подходящее время для первых шагов. В личной жизни возможны романтические сюрпризы или признания в чувствах, а семейным львам стоит устроить совместный отдых. Дева. Практичный подход к делам даст результаты. Порядок в мелочах принесет уверенность. В профессиональной сфере детализация проектов окупится, а если есть долги по срокам, пора их закрыть. В личной жизни ожидается спокойствие в отношениях. Одинокие девы могут встретить человека с похожими ценностями. Совет недели: не критикуйте себя за мелкие ошибки. Они часть процесса. Весы. Наступает время гармонии и баланса. Вы сможете найти компромисс даже в сложных ситуациях. В работе командная деятельность принесет успех. Избегайте споров, поскольку они отнимут энергию. В личной жизни вас ожидают приятные встречи и теплые разговоры. Семейным весам стоит обсудить планы на будущее. Скорпион. Вас ожидает интенсивный период. Вы будете погружены в глубокие размышления или важные дела. В профессиональной сфере тайные интриги могут всплыть. Будьте честны с коллегами, это укрепит репутацию. В личной жизни возможны страстные признания или неожиданные повороты в отношениях. Стрелец. Перед вами вдохновляющий период. Ваши идеи найдут отклик у окружающих. Возможно, учеба или путешествие по рабочим вопросам. Не бойтесь предлагать нестандартные решения. В личной жизни ожидаются веселые встречи и новые знакомства. Козерог. Вас ожидает стабильный период. Вы сможете завершить начатое и заложить фундамент для будущего. В профессиональной сфере возможно признание заслуг или повышение. Если планировали переговоры, они пройдут успешно. В личной жизни предстоят серьезные разговоры о планах. В плане здоровья режим сна и питания – ключ к хорошему самочувствию.
Водолей. В работе появятся неожиданные предложения. Если давно хотели сменить сферу, сейчас время для проб. В личной жизни вероятны неформальные встречи и дружеские посиделки. Для романтических отношений пока пауза. Рыбы. Наступил чувствительный период. Интуиция подскажет верные шаги, но избегайте самообмана. В профессиональной сфере помощь коллег решит сложные вопросы. Если есть давние проекты, пора их завершить. В личной жизни ожидаются теплые разговоры с близкими, а одинокие рыбы могут встретить человека, который поймет их без слов. Астрология – это, конечно, удивительный инструмент, который позволяет заглянуть в глубины личности и понять, например, какие скрытые таланты и возможности у нас есть. Оказывается, существует даже творческий гороскоп. Мыслить творчески – это значит использовать нестандартные, образные и сенсорные связи и концепции. Проще говоря, человек думает не прямыми, очевидными тезисами. К примеру, карандаш нужен для письма. А вот творческое мышление строит ассоциативные цепочки и делает из них выводы. Например, карандаш может быть рычагом, чтобы прокрутить катушку кассеты. Вот подробнее о том, что же такое творческое мышление и как его развивать, мы узнаем далее. Доброе утро! В рубрике «Дела семейные» хочу поговорить сегодня с вами про творчество. В целом, для чего оно нам важно в нашей жизни. И важно не только для наших детей, но и для нас, для взрослых, в любом этапе жизненного пути. Многие думают, что творчество — это про мелкую моторику или реализацию в настоящем мире, то есть через картины, какие-то художественные проекты. Но на самом деле творческое мышление очень важно нам на протяжении всей нашей жизни, потому что оно укрепляет нашу интуицию, формирует новые нейронные связи. Все начинается с самого утра. Когда вы просыпаетесь, не торопитесь бежать. Просто за чашечкой чая, кофе, завтраком со своими детьми попробуйте обсудить, представить, как пройдет сегодня ваш день. Можете сделать записи 2-3 словами. Можете сделать небольшие какие-то зарисовочки, если есть на это время. И эта практика поможет развивать вам вашу интуицию и видеть ваше будущее. Например, в ваших рисунках могут появиться такие истории. Мама придумала, увидела, что ребенок получил 5. Папа, может быть, увидел, как он получил медаль на работе. Ваш ребенок представил, как он ест вкусный пирог вечером после учебы. И когда вы собираетесь после текущего дня, вы можете обсудить, что же все-таки из этих рисунков реализовалось и кто из вашей семьи может видеть будущее или чувствует свою интуицию верно. И это интересные темы для просто семейного досуга. Еще одна практика – тройной образ. Представьте 3 несвязанных образа с собой. Например, это может быть птица, вода, огонь. Представьте теперь картинку, как бы вы это соединили в какую-то одну структуру, систему. Например, птица может быть из огня. По крыльям птицы может стекать вода, а в воде, в капле воды может быть огонь, например. Очень креативно, необычно. Такие образы, такая практика поможет вам формировать креативное мышление. Возможно, в будущем, когда возникнут какие-то сложные задачи не только у ваших детей, но и у вас самих, такая практика поможет выйти из ситуации каким-то очень креативным способом, и вам будет это сделать очень легко, потому что ваш мозг уже будет натренирован создавать такие вот нейронные связи для решения каких-то креативных задач. Итак, давайте из простых наших примеров мы все-таки перейдем немножко в более глубокие проработки и попробуем не просто воображать, но и попробуем привести в жизнь какие-то арт-объекты. Казалось бы, декор
в первую очередь, да, но на самом деле это можно использовать как пособие для вашей маленькой доченьки. Девочка может научиться заплетать здесь косы, собирать свои резиночки на эту косу, чтобы они не были разбросаны. Глядя на свою принцессу, они будут понимать, что одежда должна быть ухоженная, красивая, чистая, опрятная. И здесь вот есть такие элементы юбочки. Тут можете также пофантазировать. Можете написать здесь какой-то распорядок на всю неделю для вашей дочки. Что было бы важно, чтобы ваша дочь могла научиться делать самостоятельно. Например, порядок в комнате, причесываться перед сном, чистить зубки. Итак, сегодня мы поняли, что творчество не имеет никаких границ, тем более возрастных, поэтому занимайтесь творчеством с детьми и самостоятельно развивайте себя и своих домашних. До новых встреч! Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Мошенники стали использовать новые схемы обмана россиян, состоящие сразу из двух этапов. На первом граждан пугают госизменой и пособничеством врагам, на втором просят обменять старые купюры на новые. Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются сотрудниками силовых структур и пытаются запугать. В ход идут стандартные фразы о государственной измене и переводе денег в ВСУ. Цель манипуляции одна – ввести человека в шоковое состояние. Затем жертве предлагают решить проблему. Необходимо передать старые купюры курьеру. Чтобы у человека не было сомнений, аферисты звонят уже после хищения денег, отчитываются о получении средств и обещают в ближайшее время привезти новые. Глава Якутии Айсан Николаев провел совещание, посвященное вопросам развития сети школ первого президента. Встреча была направлена на обсуждение текущих результатов работы президентских школ, а также определение дальнейших шагов по их развитию в системе общего образования региона. Участники заседания акцентировали внимание на создании эффективного образовательного пространства, ориентированного на раскрытие одаренности каждого ребенка и подготовку выпускников к современным вызовам. Руководители организации, в свою очередь, рассказали о реализации профильного технического и естественно-научного обучения, внедрении авторских программ, развитии исследовательской и проектной деятельности, а также взаимодействии с ведущими вузами и научными центрами страны. Особое внимание при этом уделили работе школ в сельской местности и созданию равных условий для получения качественного образования. Во Владивостоке на Луговом рынке готовится к открытию киоск с якутской продукцией. Данная инициатива принадлежит членам общественного совета при постоянном представительстве республики в ДФО. Как отметил Павел Самостаев, этот киоск должен поддержать республиканских производителей в Приморье, а также будет представлять культуру Якутии с помощью продуктов. Поскольку здесь уже достаточно большое количество наших земляков, соответственно, чтобы, так сказать, не забывали свою продукцию. Более того, наша продукция, она экологически очень чистая. С другой стороны, поддерживаем наших республиканских производителей, увеличивая рынок сбыта. Таким образом, мы представляем культуру через продукты, то есть культуру Якутии через наши продукты якутские, которые, как я ранее сказал, экологически очень чистые и полезные для здоровья наших якутян, ну и не только якутян. В данном случае мы знакомим всех приморцев с нашей чистой полезной продукции. Ну и всем сайхадил нам. Творческий проект «Главные детские песни» объединяет современную музыку, анимацию и важные нравственные смыслы, обращенные к подрастающему поколению. Все произведения написаны современными авторами и исполнены детьми, что делает проект особенно искренним и близким своей аудитории. За 4 года существования он объединил около 4000 юных вокалистов со всей страны. За это время было создано 62 песни, выпущенные в 4 музыкальных альбомах, а их общее количество прослушиваний в интернете превышает 100 миллионов. Вместе с песнями появился и одноименный анимационный сериал из 46 серий, который полюбился детям и родителям. Тем временем в Якутии проходит новый сезон республиканской детской футбольной лиги. В спортивном комплексе «Дахсун» проводятся матчи одного из самых масштабных турниров для юных футболистов. В осенне-зимнем сезоне участвуют 65 команд, около 1000 юных спортсменов. Сам сезон обещает быть насыщенным. Планируется провести порядка 400 матчей. Финальные игры состоятся уже 18 января. Ну а главной интригой станет вручение наград. Победителям и призерам награждать, к слову, будет почетный гость – звезда отечественного футбола Алексей Смертин.
На соревнованиях в целом участвуют команды из разных районов республики. Якутск демонстрирует широкое представительство столичных школ, включая воспитанников спортивной школы по футболу. У нас формат проведения республиканской лиги – это две лиги, высшая и первая лига. Мы играем еженедельно в субботу и воскресенье. В воскресенье мы специально освободили под первую лигу для иногородних команд. И ежегодно мы проводим два сезона. Это как бы осень-весна, осенне-зимний и зимний-весенний. Вот сейчас у нас идет осенне-зимний. С 22 года проводим. В учебный год 2 сезона. Ну, получается, у нас сейчас идет... Если я не путаю, 6-й сезон. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале. И мы открываем еще одно окошечко нашего адвент-календаря за 29 декабря. 2026 год по восточному календарю – это год красной огненной лошади. Астрологи уже готовят прогнозы, чтобы поведать, чего ждать от этого мифического персонажа. Прежде всего, надо правильно встретить символ Нового года. Что же приготовить на новогодний стол? Этим вопросом сейчас задаются все хозяйки без исключения. И мы решили вам помочь. И отправили наших юных помощников провести опрос, чем же планируют порадовать себя якутяне за праздничным столом. Вот и приближается Новый год, время праздников, хороводов, подарков. Дети очень ждут этого праздника и хотят, чтобы этот Новый год наступил скорее. Ну а какое блюдо у наших жителей города Якутска не обходится на новогоднем столе? Сейчас мы это и узнаем. Какое блюдо чаще всего находится на вашем столе? Здравствуйте. На нашем новогоднем столе это салаты горячие, холодные, чир, утка, оливье, фрукты, тортик, все. Что ты из этого больше любишь, вот так поесть прямо? Новогодние конфеты, мандарин и торт. Спасибо. Что чаще находится на новогоднем столе? У нас на Новый год обязательно готовим мясной салат и пирожки. Для скольки людей вы готовите все вот эти блюда? Ну вот обычно, наверное, Новый год это же семейный праздник, как бы для семьи. Вот у меня 3 детей, муж, я, для 5 всегда готовлю. Ну так приходят гости. И когда у вас когда-то приходили там родственники, тоже угощали вас, было такое? Конечно, они приносили тоже всякие салаты, вкусности. Свои, каждый свой, какое что приготовит, все приносят. А какое главное блюдо на вашем новогоднем столе? На нашем главное блюдо это, наверное, утка или гусь. Это вот самое главное блюдо. Запеченное, с яблоками. Это самое такое блюдо. Вкусное. Еще там курица нет, не было? Не, ну, конечно, было. Это уже на 1, например, января, там, на 2. Вот. Такое, конечно, готовим тоже. Спасибо. Оливье, в первую очередь, салат. Ага. Тефтели домашние, все по-домашнему будет. Мы обычно перед Новым годом коробку, вот стаканчик мороженого же есть, такое покупаем. И до 12 лопаем. Новый год – это, конечно же, время праздничного настроения, чудес и, конечно же, сладких подарков. Яркие коробки с конфетами, шоколадные фигуры, леденцы и мармелад становятся неотъемлемой частью праздника. Но вместе с радостью от новогодних угощений нередко приходят и тревожные мысли. Как эти сладости влияют на здоровье наших зубов? Где баланс между праздничным удовольствием и заботой о полости рта? Сегодня мы на эту тему поговорим с нашим утренним гостем. У нас в студии врач-стоматолог-терапевт Ксения Коваленко. Доброе утро. Доброе утро, Дарья. Скажите, пожалуйста, правда ли, что все конфеты одинаково вредны для зубов? И есть ли какие-то, может быть, тогда менее опасные или самые опасные конфеты? Да, я думаю, что стоматологи со мной все согласятся, что нет таких сладостей, которые не воздействуют на эмаль. Но можно выделить группу, которые максимально опасны. Это такие, как ирис, жевательные конфеты, которые
имеет свою липкую консистенцию, забивается в межзубные промежутки и тем самым долго воздействует на поверхность зуба. А также это ирисы, тот же самый молочные ирисы, карамели, которые содержат большой процент сахара, и они предназначены для рассасывания, поэтому они также долго в полости рта. Но можно выделить менее сладкие, которые вредны. Это шоколадные конфеты, которые легко смываются с поверхности зуба, запив водой. А если говорить про вот опасные конфеты, которые вот с кислотой? Вот сейчас очень любят дети кислые вот эти конфеты покупать, максимально кислые, их просто порой даже, не знаю, искры из глаз. Да, это, на самом деле так и есть, что кислые конфеты, они содержат и взаимодействуют с бактериями в полости рта, органические кислоты образуют, которые образуют трещины на эмали и тем самым разрушают поверхность зубов. Лучше отказаться от таких. Желательно. Ну а каков вообще механизм разрушения эмали, да, под воздействием сахара? Ну, вкратце рассказать об этом процессе можно, чтобы мы понимали, насколько все-таки это серьезная тема. Вынесу немножко, наверное, такой термин, да. Все сахара, газировки, сиропы – это простые углеводы. И чтобы их организм успел расщепить, нужны витамины группы В и кальций. Первым источником это является зубы. Если мы употребляем много сладкого, да, не следим за гигиеной, то вот эти резервные силы организма, они, к сожалению, у нас истрачиваются. Ну, то есть, по сути, и в первую очередь, конечно же, будут страдать наши зубки, правильно? Конечно, если первый источник является зубы, то все минералы оттуда вымываются. Ну, а если мы вернемся вновь к конфетной теме, да, есть ли какое-то безопасное количество конфет, норма какая-то в день, которая, ну, точно не навредит нам? Диетологи считают, что 30-40 грамм сахара в день разрешено. Это 3-4 конфеты в день. Вот. Примерно лучше держать себя в этой рамке, да? Но а какие признаки могут уже как первыми звоночками выступать после употребления сладкого, да? Вот именно, что мы говорим, ну, касаемо полости рта, конечно же. Я думаю, что нужно обратить внимание на такие моменты, как белые шероховатые пятна на зубах. Также эти пятна могут быть темно-коричневого цвета. Если после приема сладкого у вас появилась чувствительность, боли, так называемая гиперестезия, ну и сами же кариозные полости. Но это уже прям когда очевидно видно, да? Ну а вот когда, говорите, белый налет на зубах, такое это бывает? не налет, это именно пятна. То есть поверхность зуба, она становится такая разрушенная, матовое пятно, и когда происходит разрушение эмали, оно становится шероховатое. Оттуда вымываются ионы кальция и фтора. Даже и такое бывает, да? В основном это у деток. А существуют ли продукты или напитки, которые можно съесть после конфет, да, чтобы снизить негативный эффект? Запить водой. Как минимум, прополоскать да? рот. Да. Ну, рекомендуют выпить чашечку зеленого чая. Но я не думаю, что после сладкого мы будем кушать йогурт или сыр, хотя эти продукты содержат много кальция. Тем самым мы бы восстановили эмаль зуба. Ну а есть такие люди, которые вот после приема пищи, в частности после приема сладкой пищи, да, сразу бегут и чистят зубы. Нужен ли этот процесс, да, с точки зрения все-таки врача-стоматолога, да, и как-то ли он может помочь нам? К сожалению, сразу идти чистить зубы не рекомендуется, потому что в ротовой полости у нас находится слюна, которая имеет свою pH, определенную нейтральную среду, и когда мы кушаем конфеты, бактерии взаимодействуют со сладким, вырабатывают органические кислоты, тем самым pH слюны смещается в кислую сторону. И так вот, чтобы восстановиться слюне, нужно 20-30 минут. И обращаю внимание, что чистим зубы через 20-30 минут зубной щеткой и пастой фторсодержащей, кальций-содержащей. Сразу бежать не надо? Нет. Хорошо, есть другой вариант. После приема пищи и в том числе сладкого используют жевательную резинку в надежде на то, что, возможно, вот как-то там она прочистит нашу полость рта. Да, это прекрасный вариант, да. Рекомендованы и проводились также канадскими учеными большие исследования в течение 2 лет, что жевательная резинка, она улучшает слюноотделение. Это первое, что помогает очистить межзубные промежутки, да. И сейчас жевательные резинки хорошо содержат большой процент ксилита. Ксилит – это сахарозаменитель, и он вступает с бактериями, которые не дает им размножения и имеет
кальций и фтор, тем самым они восстанавливают эмаль зуба. Мгм. Ксения, а если говорить все-таки о жевательных резинках, все-таки нужно брать ментоловые или вот который более такой нейтральный вкус у них? Ну, возможно, По вашему ягодный. желанию, что вам Нет нравится. такого, да? Нет. Определенного, да, что вот ментол, может быть, как-то 3 раза в влияет? день после приема пищи пожевать, но тем вы не должны увлекаться этим процессом. 3-4 минуты этого достаточно. Ну, а какие еще, может быть, есть современные методики защиты нашей зубной эмали, да, которые вы можете сегодня порекомендовать? Вторирование зубов, конечно же, герметизация фиссур, когда зубки прорезываются, закрываем, запечатываем эти участки, регулярный поход к стоматологу, профессиональная гигиена полости рта. А как часто нужно делать профчистку? Профессиональная гигиена полости рта рекомендована раз в полгода. Но есть группа населения, которая, например, 3-4 раз в 3-4 месяца. Ну вот про профессиональную чистку как раз-таки мы бы и обратились к нашим телезрителям, да. Лучше, конечно, подойти к стоматологу и позаботиться о своей голливудской улыбке заранее, да. Спасибо большое вам, с наступающими праздниками. Вас также. Всего доброго. Таким был наш утренний эфир. Увидимся уже в следующем году. Ну а завтра у нас будет сюрприз для вас, новогодний эфир. Поэтому оставайтесь с нами. Телеканал Якутия-24 поздравляет всех наших зрителей с наступающими праздниками. Ну и, конечно, призываем смотреть и просыпаться вместе с нашей утренней программой. До новых встреч, всего доброго, увидимся.